к нам пришло великое испытание, испытание войны. Что говорят ученые об этом? Какова мудрость во всем этом? Тем, которые сказали: не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Почему? Вопрос, почему? Вроде бы весь мир об этом говорил, весь. Вроде бы мы к этому готовились, обсуждали, встречались и так далее. Ну что мы увидели? Мы увидели, что нас потрясло. Что мы растерялись, вот что мы увидели. Да, иншаллах, мы отреагировали. Но могли наверняка бы лучше отреагировать, верно? И это не поздно еще сделать. Суть вся, дорогие братья, сводится к тому, ей не навредит жара, зной. Она как стояла, так и стоит. Ей не навредит холод, снега. Она как стояла, так и будет стоять. Ей не навредит ураганы, ветер. Вот что значит... Дорогие братья, Аллах говорит в своей книге: «Ба'да а'уду биллахи минаш шайтани раджим, ва из ахазна минан набийина мисақахум, ва минка, ва мин Нухи, ва Ибрахима, ва Муса, ва Иса, ибн Марьяма, ва ахазна минхум мисақан гализа». Вот мы заключили завет с пророками. Завет о чем? Завет о том, чтобы они возвеличивали имя Всевышнего, доносили правдивую веру до своей паствы, для всего человечества. И вот мы заключили завет с пророками. Но, обратите внимание, Аллах Субхану ва Тааля сначала сказал с пророками. Это все в одном контексте. Это все однородные члены предложения, если говорить про грамматические тонкости. А потом Аллах Субхану ва Тааля говорит: с тобой, то есть пророками упомянул, отдельно говорит: с тобой, о Мухаммад, с Нухом, Ибрахимом, Авраамом, Мусой, Исой, сыном Марьям, мы заключили с ними суровый завет. Завет: «Ла та'буду илля я, ва ла тушрику бихи шей'a». Но почему он выделил отдельно 5 пророков? Вопрос. Ответ на самом деле прост, и наверняка вы все знаете. Потому что эти пророки, которые перечисляются после в этом контексте, они имеют особенный статус. Эти пророки – обладатели стойкости. Или пророки и посланники улюл азми минар русуль, твердые духом пророки и посланники. Таково самое правильное, правдивое мнение в тафсире к этому аяту. Кто они, твердые духом посланники? Они обладатели, в первую очередь, высоких нравственных качеств. Пиком чего был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал сам о себе: «Иннама бу'исту лиутаммима макарим аль-ахляк». Я был направлен к человечеству лишь для того, чтобы восполнить, довести до совершенства нравственность. И так, отдельно описывая каждого из этих пророков, обладателей твердым духом, Аллах Субхану ва Тааля говорит в частности. В частности, он говорит про Нуха. Воистину он был благодарным рабом. Иннаху кана абдан шакура. Также он говорит про Ибрахима, алейхиссалям. Ва Ибрахима аллази ваффа. Ибрахима, который выполнил повеление Аллаха полностью. И также он говорит об Ибрахиме, алейхиссалям: «Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифа валам яку миналь мушрикин». Воистину Ибрахим был вождем, сам по себе был уммой, был вождем, покорным Аллаху и ханифом. Он не был одним из многобожников. О пророке Мусе Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вакана инда Аллахи ваджиха». Он был почитаем у Аллаха. О пророке Исе ибн Марьям, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваджихан фид дунья валь ахира».
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Он будет, есть и будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных. И обращаясь к печати пророчества, к венцу пророчества, Аллах Субхану Тааля, описывая своего последнего пророка, сказал: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Воистину твой нрав превосходен. Также он сказал: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас и для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и премного поминает Аллаха. Почему? Вопрос, почему они были прозваны так? Почему им был дарован этот статус, это особенное положение? Что говорят ученые об этом? Какова мудрость во всем этом? Суть вся, дорогие братья, сводится к тому, что эти пророки, на них выпала особенная миссия. На них выпали особенные испытания. Они больше всего пострадали, эти пророки. Больше всего страдали для того, чтобы выполнить свою миссию посланничества. Суть сводится именно к этому. Именно поэтому Аллах говорит своему пророку: «Фасбир». О, Мухаммад, терпи. Это пик накала, пик испытаний, пик сложностей. И Аллах Субхану ва Тааля говорит ему: терпи. Терпи. Кама, терпи так же, как кама сабара улул азм. Как это терпели, проявляли терпение и стойкость, твердые духом. Минар русуль, среди посланников. Воля тастаджил. И не спеши. И так далее по контексту. Что говорит Ибн Аббас? Как толкует Ибн Аббас улул азм? Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, говорит: «Зуль хазми ва сабр». Твердый духом среди посланников – это обладатели решимости, твердости, ва сабр, и терпения. Дахак говорит: «Зуль джадди ва сабр», обладатели усердия и терпения. И все толкования, они все вокруг этих смыслов. И также Аллах Субхану ва Тааля велит своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это все в этом же контексте. Он говорит: «Фастаким кама умирт, ва ман таба ма'ака, ва ла татгау, иннаху бима та'малуна басир». Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не приступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете. Что же это за состояние, братья? Что это за ощущение? Ощущение прямоты и стойкости в исламе. Аллах Субхану ва Тааля сам об этом нам говорит, сам это описывает. «Инна аллазина калу раббуна Аллах, сумма истакаму. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون». Воистину к тем, которые сказали: «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, не сходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Есть 5 аспектов, как на это указывает имам Аль-Мавирди, прямоты и стойкости. «Истакаму алянна Аллаха раббахум вахдаху». Это быть стойким и прямым в вере своей, в том, что они уверовали в своего Господа одного единства. «Истакаму аля таатихи ва адаи фараидихи». Это в том, что они стали стойкими и прямыми в совершении и выполнении того, что предписал Аллах из обязанностей, фардов. «Аля ихлас ад-дини валь илм хатта аль-маут, иля аль-маут». Это в проявлении искренности
ихляс, вплоть до своей смерти. Истакаму фи аф'алихим, кама истакаму фи аквалихим. Это когда прямота и стойкость проявляется в том, что слова совпадают с делами. Сумма истакаму сирран, кама истакаму джахран. Это то, когда прямота и стойкость, она идентично равна. Как в том, что скрыто, так и в том, что открыто. И это на самом деле пик, наверное, пик прямоты и стойкости. Кем они становятся, эти прямые и стойкие? Что обретает человек после обретения этой прямоты и стойкости? Присутствие Всевышнего. Он обретает присутствие Всевышнего, где бы он ни был, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, при каких бы обстоятельствах он ни оказался, в каких сложностях бы он ни очутился. Ма'iятуллах, присутствие Аллаха. Как отмечает это имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах. О верующие, быть прямым и стойким — это великое наставление, краткое наставление, самое что ни на есть. Однажды один из сподвижников по имени Суфьян ибн Абдуллах ас-Сакафи, ради Аллаху анху, пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и спросил: «О посланник Аллаха, дай мне такое наставление, о котором после я бы не задавал бы вопросов. Кулли фил исламе каулян ла ас'алу анху ахадан ба'дак». На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куль, скажи, о Суфьян, амант, я уверовал. Аманту биллах фастаким». Скажи, я уверовал в Аллаха, фастаким. И все, и будь прямым и стойким. Стой на этом до последнего. Что говорили величайшие сподвижники и праведные предшественники, определяя эту прямоту и стойкость, описывая эту прямоту и стойкость? Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, любимец и близкий друг посланника Аллаха, первый халиф, он говорил: «Ла тушрик биллах шей'а, юриду листикама аля махда таухид». Он сделал акцент именно на таухиде, на вере. Он сказал, что истикама — это когда ты не предаешь Аллаху сотоварищей ни в чем, никому не предаешь Аллаху ни в чем, ни в ком и ни в чем. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, второй праведный халиф, второй соратник посланника Аллаха, он сказал: «Энтастакима аля амри ван нахи». Это ты когда прям в исламе в том, что касается соблюдения повелений Аллаха и запретов Аллаха. «Валя таругу раваган са'алиб». И то, когда ты не виляешь, подобно тому, как виляют лисы. Это сказал Умар ибн аль-Хаттаб. Усман ибн Аффан, Зун-Нурейн, обладатель двух цветов, тот, кто был женат на двух дочерях посланника Аллаха, не одновременно. Он сказал: «Истакаму, яни ахласу ла-амаля лиллах». Следовали прямому пути, значит, ахласу ла-амаля лиллах. Они, совершая дела, проявляли искренность к Аллаху. Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху анху, сказал: «Истакаму аддуль фараид». Истакаму, следовали прямому пути, значит, соблюдали все, абсолютно все, что Аллах Субхану ва Тааля вменил в обязанность. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах принимает наши мольбы. Фастагфируллаху ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и о прощении. Лишь на Него мы уповаем.
Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кого Аллах ведет в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Амма ба'д. Итак, быть стойким значит, это значит самое великое, что может сделать мусульманин, как на это указал посланник Аллаха. Быть стойким значит держаться крепко за веление Аллаха, не совершать то, что запрещено, и выполнять то, что велено. Что дает прямота и стойкость человеку? Собственно говоря, зачем мы говорим сейчас, сегодня, об этом? Зачем? Почему я поднял эту тему? К нам пришло великое испытание, испытание войны. Вроде бы весь мир об этом говорил, весь. Вроде бы мы к этому готовились, обсуждали, встречались и так далее. Но что мы увидели? Мы увидели, что нас потрясло. Что мы растерялись, вот что мы увидели, если быть самокритичными. И эта самокритика, в первую очередь, в свой адрес я ее направляю. А пусть потом сам каждый анализирует. Каковы его были действия? Почему мы рассредоточены? Почему мы разбросались? Почему мы не отреагировали? Да, иншаллах, мы отреагировали. Но могли наверняка бы лучше отреагировать, верно? И это не поздно еще сделать. На эти и многие вопросы ищите лекарства тут. Именно тут. Что дает прямота, стойкость человеку? Она оберегает сердце и разум человека от разложения. Она удерживает человека от погрязания, увязания в мерзости. Она создает благоприятствие, успех, тауфик мин Аллах в жизни человека. Она облегчает ему дела, прямота и стойкость. Она подводит его к совершению благого. Она открывает ему совершение этих благих дел. В итоге слова человека, который прям и стоек в исламе, они воспринимаются, они услышаны. Его дела принимаются. Аллах его ведет. И он ощущает то присутствие маиятуллах, о котором мы говорили. Прямота и стойкость, дорогие братья, достигается путем 5 средств. Истикаматул лисани аля зикри вассана. Это когда наш язык направлен. Истикаматул лисан. Язык направлен, прямо направлен. Напоминание и восхваление Всевышнего Аллаха. После намазов. Постоянно. Что бы вы ни делали, проснулись, встали. Зашли в отхожее место. Утреннее, вечернее. Это постоянно, когда твой язык занят этим. Другие могут это не слышать. Ты слышишь это. Твой разум, твое сердце это слышит. Истикамату нафс аля таа маль хая. Это направленность тела, нафса нашего, низменной души на покорность Всевышнему Аллаху с проявлением стыдливости. Истикаматул кальби аля аль-хауфи вар-раджа. Это когда наше сердце находится на 2 крыльях. Надежды и страха. А венцом этого головой является любовь к Аллаху. Надеждой на милость Аллаха и страхом перед наказанием Аллаха. Вастикамату сирри аля та'зими валь вафа. Это когда даже скрытно вы возвеличиваете Всевышнего Аллаха и проявляете исполнение. Быть прямым и стойким значит, дорогие братья, есть 4 признака этому, как это говорят
некоторые мудрые проповедники. Быть словно гора. Представьте перед собой гору. Что значит гора? Гора, ей не навредит жара, зной. Она как стояла, так и стоит. Ей не навредит холод, снега. Она как стояла, так и будет стоять. Ей не навредит ураганы, ветер. Ей не навредит селевые потоки. Вот что значит быть прямым и стойким. Это быть словно горой. Дорогие братья, тот, кто не прям в своей вере, тот, кто не стоек в своей вере, что бы он ни делал, как бы он ни старался, у него будут большие все время потери. Его усердие будет уходить в пропасть. Он будет стараться зазря. Он будет идти и возвращаться. Потом идти, опять возвращаться. Поэтому, дорогие братья, если мы сегодня хотим достичь высокого, достичь цели, то нам необходимо быть прямыми и стойкими.